От боеготовности на полигонах до бытовых условий в казармах провести глубокий всесторонний аудит армейских будней и определить первоочередные задачи на перспективу. Именно такую цель поставил перед собой министр обороны генерал-полковник Беслан Цвижба, совершая инспекционный объезд воинских частей и подразделений ведомства. По итогам проверки Беслан Цвижба дал старт ряду серьезных кадровых и системных изменений. Теперь результаты служебной деятельности командиров будут находиться под особым контролем, а для военнослужащих вводится обязательная аттестация, которая будет проводиться раз в 3 года. Внедрить в практику работы аттестование офицерского состава, прапорщиков и военнослужащих-контрактников не реже 1 раза в 3 года. Работа по отбору кандидатов для поступления в Сухумское ВОКу, военные училища и академии Вооруженных сил Российской Федерации должна проводиться постоянно в течение всего года на те специальности, которые действительно необходимы в вооруженных силах. На базе Сухумского ВОКу курсы переподготовки и повышения квалификации командного состава на 2-3 месяца должны быть постоянными. Готовить офицеров, резервистов и кадровых, окончивших высшие военно-учебные заведения 3 года и более. Особое внимание министр уделил человеческому фактору. Генерал-полковник подчеркнул, современная армия – это прежде всего люди. Именно поэтому кадровый потенциал и качественная подготовка специалистов становятся приоритетами ведомства. В этой связи Генштабу поручено подготовить детальный доклад по итогам весеннего призыва, чтобы проанализировать качество укомплектованности вооруженных сил. Провести анализ призывных кампаний за последние 3 года работы военных комиссаров по выполнению указов президента Республики Абхазия и постановлений Кабинета министров. Проработать и предложить главнокомандующему вооруженными силами организовать прокурорский надзор в период призыва граждан за работой призывных комиссий. По результатам весеннего 2026 года призыва провести аттестационную комиссию под моим руководством, в ходе которой рассмотреть результаты тех военных комиссаров, кто не выполнил план призыва. Реформы коснутся и эксплуатации военной техники. Беслан Цвижба распорядился провести полную инвентаризацию и дефектовку вооружения. Будут созданы внештатные ремонтные группы, а соответствующим службам поручено не реже 2 раз в год лично проверять состояние и правила хранения спецтехники в частях. Провести инвентаризацию техники тыла, полевых кухонь, автоцистерн, непригодные списать, разбраковать. Все, что можно использовать для восстановления техники тыла, использовать. Принять меры по созданию пунктов заправки техники с запасом топлива на сутки боевых действий воинских частей. Создать запас продовольствия в воинских частях на штатную численность мирного времени. Завершить развертывание узлов связи военных комиссариатов Республики Абхазия, военных комиссариатов районов города Сухум с Центром управления мобилизационным развертыванием вооруженных сил и оперативным дежурным Генерального штаба. По поручению главы ведомства работа со СМИ теперь будет вестись еженедельно. Кроме того, на базе Музея боевой славы открывается общественная приемная Минобороны, где граждане смогут получить ответы на прямые обращения. Заместитель министра обороны, статс-секретарю организовать еженедельное информационное сообщение в средствах массовой информации о деятельности Министерства обороны. Организовать работу общественной приемной Министерства обороны по работе с обращениями граждан на базе Музея боевой славы. Вменить это в обязанности, конкретно я поставлю задачу, одного из советников министра обороны или помощника министра обороны, который по окончании работы ежедневно представляет министру обороны перечень вопросов, проблем,
с которыми обратились граждане. Улучшение условий службы защитников Родины министр назвал неизменным приоритетом. Вопросы социального обеспечения сегодня находятся в центре внимания руководства страны. Гугуца Вардания, Адам Ирджения, Заур Лиев, Раму Камке, Абхазское телевидение. Их содержание